российские университеты. В стенах Национального университета Кыргызстана прошла ярмарка вузов России, где было представлено более 40 учебных заведений по самым разным направлениям. Среди них и Академия президента Российской Федерации, которая напрямую сотрудничает с нашей академией. Мы приехали для того, чтобы принять участие в образовательном форуме, также принять участие в образовательной выставке и представить нашу академию. У нас на самом деле уникальное образовательное учреждение, потому что мы не вуз, а именно академия. У нас уникальная экосистема. Мы представлены в 44 регионах Российской Федерации. То есть мы крупнейшее учебное заведение в Российской Федерации. Кыргызстан и Россия выходят на новый этап сотрудничества в сфере образования. По словам Идиля Байсалова, новые векторы совместного развития сектора образования позволят воспитать профессионалов в свое дело, в какой бы это ни было отрасли. В нашу столицу прибыло очень много представителей ведущих вузов Российской Федерации. Это потому, что наш стратегический партнер видит, что за последние 4 года правления уважаемого Садыра Нурладжиевича Джапарова в стране наметился кардинальный экономический подъем. В этом году в России для Кыргызстана было выделено 700 бюджетных мест. Наши абитуриенты смогут получать образование в государственных вузах России. По линии Россотрудничества выделяется 700 квот, они заполняются, но кроме того я должен подчеркнуть, что субъекты Федерации Российской тоже в свою очередь из своих федеральных областных бюджетов выделяют также квоты. Например, только Новосибирская область в этом году в новосибирские вузы поступили более 400 наших соотечественников на бюджетные места. Прямо могу сказать, мы радуемся успехам Кыргызстана. Это не такая не дежурная любезность. Мы видим, как меняется страна буквально за последние годы. И для нас очень приятно, потому что это наш ближайший союзник, сосед. И цель, в том числе сегодняшнего мероприятия, она в том, чтобы предложить те возможности, которые есть у Российской Федерации, в данном случае в сфере образования, чтобы это максимально было интегрировано с кыргызской высшей школой, системой образования, все, что можно передать для развития. Также в рамках форума состоялось открытие обновленного монумента дружбы народов в Бишкеке. Памятник был открыт ровно 50 лет назад, и он тогда назывался «Честь кыргызско-российской дружбы». Этот монумент не просто памятник истории, не просто произведение искусства, архитектуры. Это воистину олицетворение братства, взаимопонимания, многолетнего сотрудничества и созидания. И в наших двухсторонних отношениях, то, что... Программа форума включает в себя несколько круглых столов, где обсуждаются темы сотрудничества в горной науке, передового инженерного образования, развития академической мобильности и внедрения инновационных технологий в образовательные процессы. Малик Аюпов, Руслан Бароненко, ЛТР Бишкек. Собственно, наша команда.